Тищенко. Сегодня мы хотим поговорить об рекламе. О том, как же не сливать весь бюджет на рекламу. Каким образом сделать так, чтобы реклама действительно была эффективной. Какие у тебя соображения? Привет, друзья! Мы сегодня поговорим о рекламе. Ты можешь немножко о себе рассказать вообще, чем занимаешься, чтобы зрителю было понятие? Как давно ты за рекламой занимаешься? Вообще я занимался съемкой очень долгое время, я снимал свадьбы, потом перешел на рекламную съемку. И какое-то время я просто увидел обучающий курс по маркетингу и понял, что продажи это мое. Да. Что вот эти рекламные ролики, они настолько были... Ну это такая маленькая часть рынка, то есть там денег особо больших не заработаешь. Нужно заниматься чем-то более глобальным. И продажи это как раз та сфера и та часть, где можно реализоваться. И если ты, допустим, знаешь, как продавать, то ты можешь, в принципе, любым бизнесом заниматься. Основная площадка, конечно, у всех это интернет, это Инстаграм, потому что он бесплатен, тебе не нужно платить много денег, чтобы там размещаться. Вот такие площадки, как ИКТ, наружная реклама, какие-то, возможно, там ТВ-реклама, это, конечно, уже все-таки прерогатива более крупных компаний, потому что оплатить там рекламу это дорого. Мы сейчас рекламируемся на всех площадках, и на телевидении, и на наружной рекламе, и там, ну там, да, там расходы по 50, по 100 тысяч, то есть не каждый может себе позволить такие деньги на рекламу. Если, допустим, все-таки у вас уже какой-то крупный бизнес, имеет какой-то вес, то в любом случае вам нужно вылазить за рамки интернета, ну и какую-то еще дополнительную рекламу делать. Потому что я считаю, что, вот, к примеру, ко мне часто приходят клиенты, те же самые общепит, различные доставки, там суши, рестораны, и у них основная задача стоит в том, как сделать так, чтобы бизнес пришел в прибыль, потому что вы сами знаете, что конкуренция в городе очень большая, и в городе, по-моему, насчитывается около 150 доставок. Это только доставки, а там еще и рестораны различные, и конкуренция дикая, и чтобы между всеми ними выжить, нужно какое-то уникальное торговое предложение подготовить. Вообще любая реклама начинается с выявления целевой аудитории и проработки вашего уникального торгового предложения. Чем вы отличаетесь от других, почему должны у вас покупать. Когда приходят ко мне клиенты, я всегда спрашиваю, ну представьте, вот у вас есть несколько конкурентов, ну как правило это там минимум там 5, а по факту бывает ну, там компании 20-30, между ними всеми нужно как-то выделяться. Вот почему клиенты должны покупать именно у вас. Вот, убедите меня, ну, к примеру, да, и мы начинаем с клиентом прорабатывать. Бесплатная доставка, самая низкая цена, лидер в какой-то области. Даже если вы не являетесь лидером в своей области, можно придумать какой-то продукт, который только у вас, и быть лидером в этой области. Там, вот сейчас бузы стали популярные, пиццы очень много. Но пицца сейчас немножко уходит на второй план, потому что людям как-то это все поднадоело. Вот что выстрелило? Техас BBQ, наверное, все слышали об этом. Прям уникальный продукт. Строганина, казалось бы, да, все едят строганину, доставка выстрелила, все начали доставку строганина заказывать. А сейчас очень хорошо черные бургеры пошли. И вот когда приходят клиенты, я всегда говорю, зачем вы лезете на конкурентный рынок с продуктами, которые уже ну, всем приелись. Там Филадельфия, салаты Цезарь, там какие-то удоны. Никому это уже не интересно, людей не удивить. Сделайте какой-то интересный новый продукт, с которым можно выйти на рынок и заявить, что вы лидер в этой области. Вы снимете все сливки, потому что вашей нишей конкуренции не будет. Еще такой важный момент — охват. То есть, когда вы размещаетесь на каких-то экранах, там, жидкокристаллических, возможно, или где-то на улице, если вы видите, это реклама больше имиджевая. То есть, не рассчитывайте на то, что оттуда придут какие-то клиенты. Да, возможно, там придут пару заказов, но такого трафика там не будет по одной простой причине, потому что очень маленький охват эта реклама имеет. То есть сколько людей вообще смотрят по сторонам, те сидят сейчас в телефонах, в своих гаджетах. Даже я, когда иду до работы, я всегда в своем телефоне, у меня наушники, я живу недалеко от работы, втыкаю наушники, музыку и все, я в своем инстаграме, в своих делах, я даже по сторонам не смотрю. Сейчас у нас как современный маркетинг построен, что все, ну практически, не знаю, 80% предпринимателей, они живут на скидках. Ну, вам скидку. На самом деле, вот, мне очень нравится, я фанат Александра Белгорокова, это очень крутой специалист по продажам, он всегда говорит, не нужно опускать цену, всегда поднимайте ценность предложения, чтобы людям казалось, что они получают больше, чем они вам отдают. Вот в этом заключается и фишка. Я тоже стараюсь придерживаться такой стратегии, что мы с вами должны не скидками, не ценой привлекать, а ценностью предложения. Мы должны накачивать ценностью. Мы должны
должны указывать все плюсы, все бонусы, которые получит клиент, чтобы в его сознании, в его понимании создавалось впечатление, что он получит гораздо больше, чем отдаст вам денег. Это очень важно, я считаю. Клиенты — это самое важное в бизнесе. Не реклама, не сотрудники, даже не ваш продукт. Это ваши клиенты. Это сердце любого бизнеса, клиентская база. Вот все силы нужно приложить к этому. Сделать так, чтобы клиент ушел от вас довольным, он будет вас рекомендовать. Вообще, я считаю лично, что самая лучшая реклама — это сарафан. Кстати, к нам 8 июня приезжает Александр Белгороков, прям очень классный специалист. Я у него обучался. Вот что мне нравится в нем, в том, что он дает только практические какие-то советы и навыки. То есть он не теоретик, он конкретно. Он говорит пошагово, какие инструкции, что нужно сделать, чтобы повысить ваши продажи. Я вам очень рекомендую на него сходить. Это будет большое бизнес-событие, мероприятие. Там будет очень много предпринимателей, идут очень крупные фирмы в Якутске. Это банки, это производители. Я вот по себе сужу, когда я первый раз увидел Александра Белгорокова, это был, по-моему, 2011 год. Я вообще не знал про этот маркетинг и про рекламу. Я снимал рекламу, я не знал, оказывается, как ее делать. Тут такое бывает. Я вам открою, наверное, большой секрет, что большая часть людей, кто занимается в Якутске рекламой, они не знают, как ее делать. У них цель стоит продать вам. Не продать вас, а продать вам. Понимаете, в чем разница? Поэтому, если рекламщик, опытный маркетолог, он всегда ориентируется интересами клиента. Он должен понимать, вникнуть в суть предложения, понять, что предлагает клиент, и донести до массового потребителя. Если с вами рекламщики не общаются, то у них задача стоит одна: продать вам площадку, получить с вас денег, ну и все, и до свидос, пока-пока. Поэтому в любом случае вам нужно самостоятельно обучаться. Я не знаю, может быть, там Александр Белгороков, может, у кого-то другого, не знаю, может, у вас свои любимые тренеры есть. В любом случае, пока вы не научитесь сами понимать, как правильно подавать рекламу, как правильно распоряжаться своим рекламным бюджетом, вообще, кто ваша целевая аудитория и в чем преимущество ваших продуктов, вам будет очень сложно рекламироваться, потому что 80% всех площадок, которые вы будете заказывать в Якутске, это будут просто продажи вам. Это тоже своего рода законы рынка. Я не хочу всех обвинять и говорить, что все такие негодяи. Это часть нашей жизни, и каждый сам хозяин своей судьбе, своему бизнесу. Это просто нельзя перекладывать обязанности на других людей. Нужно всегда ответственность. Сейчас вот рекламный рынок работает по принципу предоставления услуг именно оказываемых, допустим, то ли видеосъемка, то ли там создание какого-то дизайнера. Просто человек приходит с техническим заданием, то, что ему дали, просто он исполняет. А то, что касается вот маркетинга, у нас очень много предпринимателей вообще безграмотно, можно сказать, в этой сфере, поэтому они сами не понимают, какая реклама им нужна. Я был очень разочарован, когда я увидел видео Александра Белгорокова. Меня не было на этом мастер-классе. Я просто реально кусал локти. Я видел в зале своих знакомых, которые там сидели. И так было мне обидно. Но 8 июня мы наконец-то с ним встретимся. И это будет прям супер мероприятие. Я его очень жду. Приглашаю всех вас. Я думаю, что мы там все познакомимся. Там уже идут очень много блогеров, известных инстаблогеров, различных бизнесменов. Мы встретимся на этой площадке с вами, познакомимся. А может быть, какие-то деловые связи наладим. Это будет прям супер-супер мероприятие. Можешь ли ты сделать для моих зрителей какой-нибудь подарок или что-нибудь, именно вот лояльность клиентам? Конечно. Давай. Если вы напишите, там будет WhatsApp, да, или нас оставите, позвоните по номерам и скажете слово YouTube, то мы с удовольствием сделаем для вас скидку в 15%. Вы можете поделить ее между друзьями, либо пойти самостоятельно и потратив эту скидку на себя. Мы вас очень ждем на этом форуме, потому что это будет действительно глобальное событие, и вы ничего не потеряете. Это будет 100% гарантия вашей эффективности и роста вас как личности и продаж вашей компании. Спасибо, что уделил время. Да вам спасибо. Да, я думаю, что в следующий раз там на разную тематику тоже будем с тобой интервью записывать. Конечно. По СММ. Там, кстати, вот в комментариях напишите тоже, да. Вот Иван занимается СММ. И какие вопросы вас интересуют, чтобы я в следующий раз записал с ними интервью.